Так, с этим рукопожатием, это подпись, это официальное, но основное у нас на Кавказе рукопожатие. После этого рукопожатия, я думаю, я надеюсь, из нашего лексикона должно уйти. И мы говорим, что мы братья, мы друзья. Новолакский с населением более 30 тысяч человек и самый многонациональный район Ингушетии Сунжинский сегодня побратились. Обе стороны категорически отказываются называть мероприятие процессом подписания документа о дальнейшем дружеском взаимодействии. Для них это нечто большее. Дагестан и Ингушетия издавна считаются братскими народами, о чем говорит и дружба глав двух субъектов. Мы можем это соглашение сегодня подписать. И очень надеюсь, что это будет началом большой дружбы. Я очень хотел бы, чтобы то начинание, которое мы сегодня делаем, чтобы оно было действительно продолжено. Наши деды и прадеды оставили наказ быть вместе, дружить вместе, вести куначество. Поэтому мы не должны от этого наказа отходить. И поэтому я думаю, что это далеко не первый шаг, но на нашем уровне получается. Это первая попытка тоже укрепить наши добрососедские отношения. Будем очень надеяться, что мы их разовьем до максимума и покажем пример другим, я так думаю. Взаимодействие сторон будет осуществляться во всех направлениях – образование, спорт, культура и местное самоуправление. Как отметил председатель Сунжинского районного совета, у обоих сторон есть чему учиться друг у друга. Примером для подражания, для взаимного уважения, укрепления отношений является и взаимное уважение и отношения глав Республики Ингушетия и Республики Дагестан на сегодняшний день. Но, несмотря на это, и на низовом уровне, на уровне районов и городов необходимо продолжать развивать это сотрудничество. И сегодня закреплено соглашение и рукопожатием, и подписан официальный документ. Далее у нас, конечно, есть очень много точек соприкосновения, потому что и Новолакский район Дагестана, и Сунжинский район Ингушетии – это многонациональные районы, это приграничные районы. И местное самоуправление в Ингушетии достаточно молодое. Нам есть что перенять у Дагестана, у Новолакского района, в частности, в решении местных вопросов. Есть что, чем и поделиться. И мы рассчитываем эти отношения укреплять в дальнейшем и развивать взаимные отношения. В Сунжинском районе проживает немало представителей Дагестана. Эти люди настолько уже сплелись с ингушской культурой, что среди ингушей считаются своими. И по мнению собравшихся, соглашение станет хорошим шагом в развитии двух соседних республик. Один из представителей вот у нас замглавы администрации, тоже представитель Дагестана, живет здесь давно. Какой живет? Он-то ингуш, при чем тут лакцы? Поэтому очень приятно, будем надеяться, что дальнейшее взаимосотрудничание между нами будет. Первым шагом в закреплении дружеских отношений станет ответный визит ингушей в Дагестан. Индира Манкива, Гапур Чахкиев, Новости 24.